Основные пики лесных пожаров в Башкортостане прошли, и это связано с тем, что начались дожди. Об этом на оперативном совещании в правительстве заявил глава республики Ради Хабиров. Он дал поручение к следующему лету принять и усилить меры безопасности. Обсудим эту тему прямо сейчас в программе «Интервью» в эфире главного телеканала республики. Сегодня с нами Динар Салихов, заместитель начальника противопожарной службы Государственного комитета Башкортостана по чрезвычайным ситуациям. Динар Азатович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете ситуацию с лесными пожарами на данный момент? В этом году было аномально жаркое лето. Летний период начался жаркая погода еще в мае месяце и продолжался до конца августа. Это никогда такого не было, чтобы во второй половине августа была даже температура по 30 градусов. Но это спровоцировало, конечно, возникновение таких ландшафтных пожаров, сухая растительность. Учитывая, что во многих районах продолжительный период не было дождей, засушливая погода способствовала возникновению таких ландшафтных пожаров, которые в этом году имели большое количество. Рост составил по Башкортостану более чем в 3 раза. 445 пожаров было зафиксировано. Ну и, соответственно, площадь, пройденная огнем, тоже увеличилась более чем в 3 раза. 14 тысяч гектаров против 4,5 тысячи в прошлом году. Это сделало определенные выводы к тому, что силы, которые были привлечены, они были максимально мобилизированы. Это принимали участие леспожарное формирование, противопожарная служба, которая по защите населенных пунктов, государственная противопожарная служба, в том числе и противопожарная служба субъекта. Привлекались силы муниципальных образований, органов местного самоуправления, предприятий. И такие крупные пожары имели место именно в районах юго-восточной части республики. И также серьезные пожары возникали у нас в горно-таежной местности. Белорецкий район, Бердянский район. И только вот этот период заставил привлекать силы не только местной дислокации, направляли силы из города Уфы, из Сибая, из Белорецка, из Кумертау, из Тертамака. То есть для именно локализации вот этих лесных пожаров, ландшафтных пожаров, которые даже временами создавали реальную угрозу населенных пунктов, были привлечены. Надо дать должное, что и предприятия, которые располагались по месту дислокации, по месту очага возникновения, тоже направляли силы, в частности тяжелую технику, в помощь лесопожарным формированиям, пожарным подразделениям. И большое спасибо, конечно, волонтерскому движению. Вот региональный центр по волонтерскому движению и молодежной политике, вот молодцы, они мобилизовали силы. И даже были приятно удивлены, что наши граждане, оказывается, такие самосознательные, и принимали участие в тушении пожаров не только в своем районе. Вот, например, для тушения пожаров в юго-восточной части прибывали люди из Тельтамака, из Туймазов, из Белорецка. И были случаи, когда были волонтеры, говорят, были из Челябинской области. Динар Азатович, только ли аномальная жара и погода могли стать причинами лесных пожаров? И какие еще версии вообще рассматриваются? Причина возникновения пожаров – это направление деятельности органов дознания. Будет проводить это. Но основной фактор – это человеческий. Это неосторожное обращение с огнем, это непотушенные костры. И вот эти моменты способствуют. Но еще незначительную роль, конечно, по статистике играют так называемые сухие грозы. Когда надвигаются атмосферные фронты, возникают грозовые разряды, даже в бездождливую погоду возникают сухие грозы, которые приводят к таким очагам. Ну и в Уфе были случаи, когда в жилом секторе происходил пожар из-за грозы. Это удар молнии. Удар молнии. Да. Глава Башкортостана Ради Хабиров дал поручение проанализировать ситуацию с лесными пожарами в этом году, да, и уже к следующему лету принять меры, в том числе относительно волонтеров. Для них нужна экипировка, инструменты и так далее. Вот как вы оцениваете такое поручение? Поручение дано. Сейчас вносится предложение по поводу подбора техники, подбора инвентаря, оборудования, то есть определение пунктов их дислокации, чтобы они были сгруппированы таким образом, чтобы можно было своевременно реагировать в каждой точке республики. Подбор именно техники именно тяжелого характера, потому что для тушения лесных пожаров имеет особое значение тактические действия, которые направлены силы не столько на тушение очагов возгорания, а сколько на локализацию, недопущение дальнейшего распространения. Вот в этом направлении уже необходимо применение тяжелой техники. Когда уже очаг будет локализован, уже угроза дальнейшего распространения уже будет предотвращена, здесь уже нужны большие людские ресурсы и, в частности, от волонтерского движения, чтобы провести так называемое окарауливание локализованного по периметру пожара. Вот, кстати, объясните, пожалуйста, этот термин «окарауливание территории». Караул – это охрана. То есть проводится окарауливание, то есть патрулирование, окарауливание, чтобы не было проскока пламени через защитные полосы. Защитный полос – это минерализованная часть земли, где снята сухая растительность,
Чем больше ширина этой полосы, тем больше вероятность, что огонь не проскочит дальше. Ну вот в Белорецком районе, если не ошибаюсь, был даже такой момент, что через автомобильную дорогу перескочил огонь. Почему-то это происходит? Это было как раз в одном притушении одного из самых крупных пожаров в текущем году. Это было на участке Баймак-Сибай. Даже закрывали движение автомобильного транспорта. Это было буквально недавно, это буквально на прошлой неделе происходило, и было связано с большим шквалистым ветром. Несмотря на то, что было организовано патрулирование, были выставлены дозоры из числа пожарных подразделений, лесопожарных формирований, государственной противопожарной службы, волонтеры. И в течение суток проводилось патрулирование на этом участке дороги. Но шквалистый ветер сделал свое злое дело. И огонь все-таки проскочил через эту преграду в виде дороги и создал реальную угрозу для населенного пункта, из которого были экстренные даже проведены эвакуационные действия. Жители были эвакуированы. Но все-таки были мобилизованы все силы, и огонь до этой деревни не дошел. Информация по погибшим, пострадавшим из-за лесных пожаров какая? На лесных пожарах, как правило, гибель не приводит людей, потому что люди находятся в основном не в лесах, а находятся они в своих населенных пунктах, и гибель людей на пожарах связана с возникновением именно техногенных пожаров. Ну, таких не было, если мы обсуждаем вот лесные пожары. Да. Ну, говорит ли это о том, что сотрудники экстренных служб, они вот профессионально реагировали на это все? Конечно, конечно. Но если мы ведем разговор по техногенным пожарам, это так называемые жилье, в быту, на предприятиях, это касается здесь уже тактические действия несколько отличаются от действий при лесных пожарах. Ну, здесь да, но все-таки вот мы по лесным пожарам. Вот сейчас осень. Есть ли какие-то опасности с лесными пожарами? Нет, уже пожароопасный период в лесах подходит к завершению. С апреля месяца был введен особый противопожарный режим в лесах, который подразумевает ограничение доступа в лесах, запрет на разведение огня. При заготовке для лесопромышленной деятельности порубочных остатков сейчас они были запрещены для сжигания. То есть когда уже будет снята опасность, то уже эти вот остатки они будут ликвидироваться уже в осеннее или в зимнее даже время. Но в настоящее время, конечно, дождливая погода в значительной мере, конечно, способствовала локализации, точнее ликвидации пожаров. Ну, а так, конечно, это большое спасибо всем нашим работникам лесопожарных формирований, пожарной охраны, администрации, волонтерскому движению, то, что в этом году не допущены переходы лесных пожаров в населенные пункты. Это благодаря мобилизации, грамотному управлению и своевременно принятым мерам. Ну, все-таки есть опасность вот в жилом секторе, как вы уже сказали, это техногенные пожары, да. На что нужно обращать внимание людям, к чему нужно быть готовым и как обезопасить себя? Да. Как показывает статистика, с наступлением прохладного периода, так называемая подготовка к осенне-зимнему периоду, отопительному сезону, тоже наступает очередная фаза угрозы возникновения пожаров в быту, предприятиях. Это в первую очередь связано неосторожность обращения с огнем. И сейчас мы переходим ко второй причине, которая приводит к пожарам. Это аварийном режиме эксплуатации электрооборудования. Неправильная эксплуатация печного оборудования, то есть отопительные приборы, электронагреватели. То есть ряд есть элементарных рекомендаций по тому, чтобы эксплуатировать это оборудование. Давайте основные озвучим. Не оставлять без присмотра, в первую очередь, электрооборудование. Не располагать электрооборудование и даже около печного оборудования сгораемые материалы. Не перегружать электрическую сеть. То есть в одну розетку не надо подключать несколько электроприборов, чтобы не допускать перегрузки напряжения. Ну, и, соответственно, не допускать эксплуатации кустарного изготовления электронагревателей. А по поводу печного оборудования, печного отопления, здесь понятно, что если печное оборудование эксплуатируется, не допускать, не применять горючие жидкости при растопке. Это очень чревато последствиями. Бывают такие моменты, когда люди элементарно пренебрегают этим методом и позволяют себе использовать горючие жидкости. Потом перекал печи. Перекалили, чтобы было пожарче, чтобы была банька пожарче. Оставили без присмотра. И от перекала печи возникает сгорание перекрытий и так далее, где вот дымоходы, рядом находится сгораемый материал находится. Это приводит к возгоранию. Ну и следующее, конечно, это одна из причин неосторожного обращения с огнем. Если мы, находясь на работе, в учреждениях,
как-то себя контролируем, что есть определенные правила, инструкции по пожарной безопасности, по поведению при эвакуации. Это нас учат, рекомендуют, это мы делаем. А у себя в быту, находясь в жилье, об этом почему-то не задумываемся. Можно себе позволить применение открытого огня, режим курения, состояние алкогольного опьянения. Это очень чревато. И многие допускают, случаи допускаются, когда курят в постели. Это очень опасно. Не допускайте. Режим курения в первую очередь. И если коротко, продолжают ли в Башкортостане выдавать пожарные извещатели? Это инициатива, поддержанная главой республики, предложенная нашим госкомитетом Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям с 2016 года. Это мероприятие проводится. И сейчас она уже подразумевает порядка 7 категорий населения, которым за счет бюджета республики выдаются эти извещатели. И они приносят полезные свои действия. 634 человека были спасены при сработке этих маленьких сигнализаторов о пожаре. Ну и добавим, что в муниципалитете можно узнать подробную информацию вот тем жителям, которым они полагаются. Конечно. Все остальные могут приобрести. Информация находится в открытом доступе, как на сайте Госкомитета, как в администрациях. Пожалуйста. И надо отдать должное органам местного самоуправления. Подключились к этой акции. И за счет бюджета муниципалитета, за счет спонсорского движения, они дополнительно охватывают дополнительные категории населения, чтобы обеспечить этими маленькими сторожами от огня. Спасибо вам большое, Динар Азатович. Сегодня гостем программы «Интервью» в эфире главного телеканала Республики был Динар Салихов, заместитель начальника противопожарной службы Госкомитета Республики Башкортостан по чрезвычайным ситуациям. Берегите себя, не переключайтесь, оставайтесь вместе с нами.